Рыбный промысел в Абхазии – одна из бюджетообразующих отраслей. Согласно постановлению Кабинета министров республики, общий допустимый улов хамсы у берегов Абхазии в осенне-зимнюю путину 2020-2021 годов составляет 42 тысячи тонн. Квота равномерно была распределена между 8 заводами, которые занимаются переработкой хамсы, изготовлением рыбной муки и жира. В этом году показатели улова хамсы очень низкие. Всего с декабря по март выловлено 11 500 тонн рыбы. Между 8 предприятиями равносильно она была поделена, но они не выбрали, и, естественно, нет ни рентабельности, они в этом году в минусах все. Хотя мы понимаем, что оно бюджетообразующее, и многие, допустим, как Ачимчирский район, почти на 60%, 70% бюджет от этих предприятий зависит. Так что вот такая ситуация сегодня. Экспорт рыбной муки, жира и комбикорма является важной составляющей дохода в бюджет республики. Почти вся переработанная хамса экспортируется в Турцию. На сегодняшний день биоресурсов поступило где-то 13 миллионов, но и еще будет там поступать, потому что 1800 рублей за тонну. Это, если я сказал 11 500 выловлено, это где-то порядка 20 миллионов. Там, сейчас финансовая составляющая будет округляться, и оплачивать это все будет закрыто. Ожидалось где-то 70 миллионов, а получится, что 20. В добыче хамсы наблюдается выраженная периодичность. Последний раз низкая путина была в сезон 2016-2017 годов. Тогда было выловлено чуть больше 10 тысяч тонн рыбы. И через 4 года вновь наблюдается подобная картина. И это зависит сразу от нескольких факторов, главные из которых температурны. Воды Абхазии являются самыми теплыми вообще в акватории Черного моря. И поэтому это последний участок, куда приходит на зимовку хамса. Если оказывается теплая зима, то хамса очень медленно движется к нашим водам. При этом она делает достаточно длительные остановки у турецкого побережья и у грузинского побережья. Мы на сегодняшний день пока не имеем точных цифр объемов добычи турецкого флота на турецком участке и на грузинском участке. Когда у нас появятся эти данные, мы можем сделать уже более точные прогнозы на следующий год. Основной объем хамсы был выловлен в водах Турции и Грузии. К нам она дошла в незначительном количестве. Это означает, что у нас достаточно длительным будет восстановление хамсы – 3-4 года. При медленном наращивании популяции хамсы Абхазия получит высокий сезон путины только через 4 года. Но тогда возникает вопрос, почему заявленный объем хамсы такой высокий? Когда рыба закончила зимовку и она уходит на нерест в открытые участки Черного моря, мы считаем количество самцов и самок, возраст их. Из этого можно сделать выводы относительно того, какое количество икры отложат эти рыбы. И исходя из среднего состояния, кормовой базы, а также данных, которые мы получаем по количеству икринок и количеству личинок в летний период, мы можем сделать прогноз на то, какое количество рыбы имеется в популяции, и она доступна для добычи. И исходя из этих параметров, у нас должен был быть вполне средний по объемам добычи сезон. Но в силу температурного фактора теплой зимы мы получили совершенно низкий и очень слабый сезон. Как говорят специалисты, сделать долгосрочный прогноз о том, какой будет зима и приплывет ли к берегам Абхазии хамса, непросто, так как климатические условия носят достаточно сложный характер. Алика Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.